огромное спасибо Ильясу Гомеровичу и спасибо всем нам, что, во-первых, люди, общественники, это не такое простое направление работы, как он верно говорит, все свои силы тратят на работу, конечно, на основную, но находят время и на общественную работу. Конечно, очень здесь, может быть, радует, но Ильяс Гомерович, он немного, может быть, излишне самокритичен, когда говорит, что вот у нас так вроде бы что-то не получается, так не получается. Мне кажется, так как сейчас работа поставлена в обществе Тугантель, налаженная, четкая дисциплина. То есть я считаю, что здесь работа ведется, и поэтому огромное спасибо как самому обществу, так и Ильясу Гомеровичу. Вопрос какого плана, вот когда он сейчас ставил проблему, как, значит, общество, как всех сконцентрировать, может быть, какие-то новые пути и так далее находить. Я вот давно уже задумывался над этой проблемой, и задумывались над этой проблемой многие. Вот, например, мы тогда с Ильей Исмаиловичем, уважаемым, ездили в Казань на Всемирный форум татарских ученых, и это был 2007 год, по-моему, и вот среди научных людей встал вот вопрос, а что же такое понятие вот татарин? Потому что, особенно для меня, как ученого-юриста, очень важна формальная составляющая, что такое понятие татарин. То есть, можно взять, конечно, за основу понятия татарина, это вот то, что он идеальный, да, татарин. Идеальный татарин – это действительно тот, который в совершенстве знает свой язык. Это тот, который в совершенстве знает свою культуру. Вот скажет ему с плешином татарским, он выйдет с пляжа. И это в совершенстве, конечно же, это татарин мусульманин, как Джамиль Абы правильно совершенно говорил, что который полностью должен соответствовать. Но в связи с тем, что мы живем в особых условиях, и это нужно признать, что все-таки мы живем в многонациональном государстве, и все-таки многие наши граждане, мы должны радоваться, представители нашей национальности находятся и на госслужбе, и в правоохранительных органах и так далее. И не татары, это, конечно, может быть даже не большинство татар бизнес-сообщества, вот, потому что все-таки четко следовать требованиям, то есть религиозным, может не каждый. В основном это бизнес-сообщество и кому. И, конечно, каждый должен все равно стремиться, если он и на госслужбе, и все равно по мере того, как это ему позволяет работа. Поэтому вот задумываясь над тем, кто же такой вот татарин, да, вот в совокупности, я считаю, что здесь правильный подход мой. Татарин, прежде всего, это тот, кто сам себя осознает по духу, даже если он не соответствует ни одному из вот этих требований, например, которые обозначены, даже не полностью соответствует требованию, что он вот по религиозной, да, линии все правильно ведет, не полностью там знает язык или не знает его и так далее. Но у нас много случаев в истории, когда такие представители, которые вроде бы ни по одному направлению не идут, а добиваются таких успехов в российской деятельности, и когда представители Татарстана их выводят на сцену и кланяются все перед ними, да, сколько примеров там, и теннисисты есть, и вот, и там, и, значит, ну, и артисты есть, тот же Марат Башаров, да, и так далее, когда эти люди выстреливают, что называется, все, и они с этого момента вот становятся татарами. Я просто о чем хочу сказать, что, на мой взгляд, просто для того, чтобы была вот эта вот поддержка и вот эта вот линия, вот то, что, например, есть мероприятия, которые уважаемый Ильяс Гомерович проводит со всеми силами, направляет и все ресурсы, и людские там, и умственные и так далее возможности, вот люди на них приходят. Вот мне кажется, насколько людям позволяет прийти на это мероприятие, и исходя из их потребностей, и супер высоких целей себе ставить не надо, потому что если, например, в селе осталось 5 человек, да, детей татарских, 3 человека, да, татарских, мы не можем, конечно, поставить, чтобы их там стало 30 или 50, потому что их априори не будет, их, например, нет в природе. Но мое мнение, что в этом селе, даже если один татарин, а может быть даже 0 татар, должны быть представительства общества, и каждый, кто там появился, приехал с другого региона, мог зайти в свое
значит, культурное это образование и сказать: здравствуйте, я вот хочу участвовать в общественной жизни. Я в свое время поставил этот вопрос вот этому президенту Всемирного конгресса татар, вот, Ренату Зинуровичу, тогда Сергею Исмаиловичу. Я говорю, что делает Всемирный конгресс татар для татар, вот, который он один, хотя живет на своей коренной земле. Вот он живет, например, вот я, к примеру, сам в Саратовской области родом. Я в ясли ходил один, ну, был татарин, в школе был один, был татарин. Даже приехал сюда в университет, Самарский госуниверситет, Саратовской области. И я был на юрфаке всего один татарин, ну, из мальчиков там еще девушка одна была. Все, что из-за этого, вот Илья Исмаилович, ты говоришь, как вот, сохранил, дух сохранил и так далее. Ну, я говорю, вот летом отправляли родители в татарское село. Все, приезжай, сөйлеш татарча, да, татарча гна сөйлешіп йөрі. Все, уезжаешь в школу, адаптируешься, то есть вот достаточно какой-то компоненты. И поэтому, вот на мой взгляд здесь, то, что вот общество Тугантель делает, мне кажется, это вполне достаточно. Просто здесь нужно время, и каждый выберет свое направление. Если ему нравится поэзия, и если их на эту поэзию татарскую приходит 50 человек, мы 150 душевой явки мы не добьемся. Значит, все равно в обществе существует потребность всего пока что на 30 человек. Но это не говорит о том, что эти вечера поэзии проводить не надо. Их надо, даже если эта численность посещаемых снизится, вот я считаю. Поэтому, Ильяс Гамерович, спасибо за работу. Но вот ключевое это слово, вот моя мысль, я доскажу свою мысль, вот это вот, по совокупности. Что такое татарин? Мне кажется, что татарин даже тот, который не обладает ни одним требованием, он достоин поддержки. Общественный татарский, он татарин, это раз. Если он в одном направлении ведет и знает хорошо язык, поэзию, это уже лучше, и он пусть это направление поддержит, занимается, это два. Но если уж, конечно, этот человек всем этим критериям отвечать, но это, конечно, образцовый татарин, и к этому должны другие стремиться. Но не нужно по этому принципу как бы других отсеять. Мы потенциально тогда зародим вот это вот, как Ильяс Гамерович говорит, заслон для молодежи, в то, что он скажет: ну вот, я толком говорить не хочу, петь, танцевать не умею по-татарски. Ну и что, я лучше пойду на другое мероприятие. Мы не должны этот искусственный заслон вставлять. Мы должны сказать, что да, все вы, независимо ни от чего, кто себя осознает татарином, вот те вы и есть самые, как говорится, достойные.